Я вообще вот долго думала по поводу как раз недостатки достоинства, потому что на самом деле вот для меня недостатки — это будущее достоинство. И если бы у нас в принципе оно так и шло, вот это вот понимание того, что каждый недостаток, там, пусть это будет какая-то, я не знаю, старая урна возле какого-то учреждения, которое, собственно, приведено в порядок, а урна до сих пор старая. Вот это недостаток, да, и если это все привести в порядок, это станет опять-таки достоинством маленького вот этого здания. И, собственно говоря, наверное, вот в этом и заключается именно относительно Улан-Удэ, относительно Бурятии, суть вот этого моего отношения, недостатки, достоинства. То есть в моей работе как раз я смотрю на недостатки сейчас, вот они прямо четко видны, вот это какой-то переходный вот момент, что какие-то информационные потоки такие быстрые, и мы не успеваем, катастрофически Улан-Удэ отстает, на мой взгляд, просто. Ну, я думаю, что все стараются, все пытаются как бы, ну, вот эта удаленность от Москвы, может быть, имеет свое. А достоинство, ну, наверное, как все говорят, это экология, прежде всего, это чистота. Совсем недавно вот отдыхала на Байкале и подумала о том, что чем дальше место на Байкале, тем на самом деле там лучше и лучше. То есть вот Максимиха, Устье, Чебаркуй. Чем дальше я уезжала, тем понимала, что вот именно там лучше, лучше, чем дальше, тем лучше. И я для себя сделала вывод, что у нашего озера, у Байкала, есть защитная функция. То есть вот это вот то, что ближе, оно уже в состоянии таком, как бы, ну, страшно сказать в некоторых местах. А на самом деле, чем дальше, вот эта вот удаленность, вот Максимиха, да, там еще все так чистенько. И я надеюсь, что вот его защитная функция нам будет очень долго сохраняться, помогать ему оставаться таким же чистым. Это вот как барьер прямо для людей, к сожалению, наш. Вот. И большой недостаток в Бурятии — это отношение, конечно, к природе. Это вот мое чистое мнение такое, что, ну, катастрофическое просто отношение. Недостаток — это культура поведения, культура общения, культура ежедневная. Вот. Такая обывательская, когда ты заходишь в магазин, когда ты покупаешь что-то, какие-то там, я не знаю, булку хлеба, и постоянно вот этот вот какой-то дискомфорт. То есть и утром все недовольны, и вечером почему-то все недовольны. И, ну, наверное, вот уровень культуры, он маленько страдает, хромает, и это не позволяет дальше развиваться очень во многих отношениях. Это, знаете, как не так давно при разговоре с Туяной Николаевой она сказала, почему до сих пор в театре, не буду говорить в каком, нет вешалки в туалете. Ведь театр на самом деле начинается с гардероба. И вот эта вешалка, отсутствие ее в уборной, говорит о отсутствии культуры вообще в целом. Согласна. Да. Я всегда ее ищу. Вот ты пришел и не понимаешь, как бы, куда деть твои вещи. И ты уже не знаешь, пойдешь ты на этот спектакль, пусть он будет колоссальный, ты уже изначально расстроен. Тем более девушка, это просто этикет, которого нет.